Представители Германии, Финляндии, Исландии и даже Индии собрались в Сыктывкаре. Да-да, прямо в нашем университете. На повестке дня у участников модели ООН информационная политика в период глобальных кризисов. Тема информационной политики была выбрана в связи с тем, что в последние месяцы мы могли наблюдать огромные потоки противоречивой, разнонаправленной информации. Организация Объединенных Наций у нас необычная, сыктывкарская. Тут позиции стран представляют студенты. Предварительно каждый участник выбрал государство и изучил материалы по заданной теме. А на встрече делегаты рассказали, как обстоят дела с информационной политикой в их странах и составили итоговую резолюцию заседания. Я представляю страну Нидерланды. Мне показалось, что об этой стране очень мало говорят. На самом деле в Нидерландах очень развита внутренняя системы, направленные на развитие СМИ, на развитие кибербезопасности. Помимо наших студентов, в этом году к модели ООН дистанционно подключились обучающиеся Московского университета имени Витте. Также поучаствовал иностранный студент подготовительного отделения СГУ имени Петерима Сорокина. Он представил свою родную страну – Ирландию. In Ireland's constitution, there is the protection of the freedom of speech and information, which is the freedom of expression. And Ireland also has various ties and covenants with the International Covenant of Human Rights and the United Nations Universal Declaration of Human Rights. So I feel like, and I strongly believe that we can promulgate the awareness to other countries and nations. Каждый из нас должен нести ответственность как человек и как профессионал за свои слова и поступки. Участие в модели ООН дает, конечно, колоссальный опыт. Опыт диалога, опыт нахождения какой-то общей позиции, что очень сложно, когда другой человек придерживается каких-то других взглядов. Конференция прошла не без трудностей. Некоторые участники не подошли, но, как сказал председатель Совета по правам человека, убеждены, что в следующем году будет намного лучше. Мария Дымова, Алексей Баталов, учебное телевидение СГУ.